ветераны, дорогие студенты, преподаватели, все присутствующие на, думаю, что очень символичном мероприятии. Мы все находимся в преддверии 75-летия празднования освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Совсем недавно, вот буквально полчаса назад, завершилась выставка, которая была посвящена тем зверствам, которые происходили с весны 42 по лето 44 года в деревне Малый Тростенец. Это общая боль, и каждый из нас ее чувствует, с одной стороны, по-разному, с другой стороны, очень одинаково. Каждая эпоха, она имеет свой собственный внутренний темп жизни, свой внутренний ритм, свое пространство обозрения, свое знание. Каждая эпоха — это разное знание, и мы смотрим, хотим этого или нет, уже несколько иначе, чем очевидцы Великой Отечественной войны, на то, что происходило ранее. Но у нас всех есть общая задача — никогда не забывать то, что произошло, и извлекать из этого уроки. Есть разные слова, которые произнесены, и они исчезают в пространстве. Есть слова, которые доходят до самого сердца, объединяют людей. Есть то, что всегда существует в памяти народа, как историческая память. И я думаю, что уверен, наша общая задача любого преподавателя, вне зависимости от того, какую дисциплину он читает, сделать так, чтобы каждый студент мог быть открытым, быть сопричастным вот этой вот общей памяти нашего народа. Если вдуматься, в июне 1941 года планировалось отпраздновать 20-летие университета. И спустя буквально 2 недели 450 сотрудников, студентов уже ушли на фронт. Да, в 1943 году возобновились в октябре месяце занятия на станции Исходня. В 1944 году уже 700 студентов на 6 факультетах начали дальше продолжать обучение уже в Белорусском государственном университете после освобождения Минска. Вот. Это все история, но, еще раз повторю, крайне важно, чтобы эта история, она превратилась в ту память, которая всегда будет с нами, которая не позволит в будущем, во-первых, посягать на искажение этой самой памяти, во-вторых, не позволит и дальше возникать риском повторения того, что было. История — вещь очень интересная, и иной раз мы думаем, что все вот так вот, как есть, а завтра может быть непоправимо. И сегодня мы это видели на примерах тех замечательных выступлений, которые нам продемонстрировали участники, студенты, преподаватели нашего университета. Поэтому я обращаюсь с глубокой благодарностью, низким поклоном тем нашим преподавателям, сотрудникам, которые являются живыми носителями этой памяти. И хочу поздравить всех нас с тем, что вот уже в преддверии 75 лет мы живем абсолютно в мирной стране, на мирной земле. И хочу пожелать крепкого здоровья, уважаемые дорогие ветераны, чтобы вы и в следующий год были с нами здесь, могли отпраздновать замечательное мероприятие, связанное с великим праздником. Ну а всем нам я хочу пожелать просто помнить. Спасибо.